В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. В этом году вырастет имущественный налог. Что нужно знать об имущественном налогообложении каждому из нас? Какие сроки уплаты и за какой период? Обо всем этом мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Владислав Скрябин, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по республике Саха-Якутия. Владислав Спиридонович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с того, что вначале определимся, кто является плательщиком имущественного налога физлиц. Плательщиками имущественных налогов являются граждане Российской Федерации, у которых собственности зарегистрированы, права собственности в регистрирующих органах зарегистрированы на недвижимое имущество, земельные участки и на транспортные средства. А как проходит обычно кампания по сбору имущественных налогов за прошлый год, например? Как мы все знаем, в этом году у нас наступает срок уплаты 1 декабря 2025 года за период за 2024 год. Ежегодно в сентябре месяце у нас начинается кампания по уплате имущественных налогов. И в этом году у нас сформировано более 384 тысяч налоговых уведомлений на сумму где-то 1 миллиард 400 миллионов рублей к уплате. По данным на начало ноября процент собираемости составила 53%. А что делать, если не получили уведомления, налоговое уведомление? Сводные налоговые уведомления налоговый орган направляет до 30 дней до наступления срока уплаты. В первую очередь это направляется в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщика физического лица на сайте налогового органа. Также, если гражданин дал свое согласие о получении сводных налоговых уведомлений через госуслуги, то уведомление поступит и в госуслуги тоже. Если гражданин не использует личный кабинет налогоплательщика физического лица на сайте налогового органа и не дал согласие на госуслуги, то, соответственно, уведомление будет направлено через отделение почтовой связи. Это как физически, Да, отправляется? в бумажном виде. Все, окей. Владислав Спиридонович, расскажите, какие предусмотрены льготы по имущественным налогам физических лиц? По налогу на имущество физических лиц предусмотрены льготы таким категориям, как пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и боевых соприкосновений, и также участники специальной военной операции и члены их семей. Освобождаются от одного вида имущества по одному виду с каждого имущества. Это, простыми словами, одна квартира, одна комната, если в наличии комнаты еще есть, и одна дача, одна дача, один жилой дом и так далее. А где посмотреть информацию о льготах? Информацию о льготах можно посмотреть на сайте налоговой службы, справочной информации о льготах по имущественным налогам. В будущем список увеличится или пока так? Дело в том, что имущественные налоги это являются местными налогами, поэтому льготы предоставляет орган местного самоуправления, например, по земельному налогу. И, соответственно, у каждого населенного пункта разные льготы. И эти льготы тоже обновляются, бывает, или же убавляются. Поэтому лучше смотреть на сайте налоговой службы или же звонить по единому контакту центр 8 800 222 22 22. И в какой срок необходимо уплатить имущественные налоги? Как я уже сказал, срок уплаты наступает 1 декабря. Нужно уплатить до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени и возможных принудительных взысканий. А каким образом можно уплатить налоги? Самый удобный способ уплаты – это уплата через сайт налогового органа в личном кабинете физического лица. Там можно уплатить через банковскую карту, можно электронными деньгами,
а можно и QR-кодом через терминалы банков. Также на сайте есть сервис уплата налогов и пошлин, через него можно уплачивать. Также можно платить в банках, в почтовых отделениях. Вот так вот. А вот каким образом с граждан взыскивают неуплаченные налоги? С 1 ноября текущего года у нас в налоговом кодексе внесены изменения, поэтому взыскание задолженности будет проводиться в несудебном порядке. Это как? Если до 1 ноября текущего года налоговая служба с физических лиц взыскивала задолженность только через мировые суды в качестве приказного судопроизводства, то с 1 ноября будет взыскиваться, налоговый орган будет самостоятельно взыскивать, выставлять инкассовые поручения, и ограничивать движение по счетам. Ну вот уже идет уже такой, уже конец ноября. У нас сейчас переходный период. 1 ноября мы с сальдо единого налогового счета вывели те суммы, которые на 1 ноября не были обеспечены судебными приказами. Это те суммы, по которым еще не наступил срок взыскания. Это те суммы, которые были меньше 10 тысяч рублей. Вот. По ним плательщики, у кого есть такая задолженность, они получат информационное письмо, и у них будет 30 дней, чтобы написать свое несогласие, если есть у них несогласие по этим суммам. Говоря вот о несогласии, что делать, если не согласны с долгом? По новому порядку гражданин может быть не согласен с теми суммами, которыми налоговый орган начисляет самостоятельно. Это на основе сводного налогового уведомления, это имущественные налоги и НДФЛ по вкладам, может быть, налог на доходы физических лиц от доходов по вкладам или по выигрышам. Также обязательства, которые возникли в результате налоговых проверок. В данном случае плательщик обращается с заявлением о перерасчете. Налоговый орган в течение 30 дней рассматривает данное заявление. Если соглашается с доводами плательщика, то делает перерасчет, удовлетворяет заявление. Если не согласен, то выносится решение об отказе удовлетворения заявления. Тогда у плательщика есть 30 дней на обращение с жалобой уже на вышестоящий налоговый орган. Вот вы сказали про заявление. Как направить вот это заявление? Данное заявление... О перерасчете или вот жалобе, да? Да, вот можно направить через личный кабинет налогоплательщика физического лица, или же можно самостоятельно уже подойдя в налоговый орган. Также можно и Почта России отправить. Что делает налоговый орган со спорной суммой? Спорную сумму, как я сказал выше, выводит в категорию приостановленных, и на эту сумму взыскание не производится, пока не уладим вопрос с налогоплательщиком. И все-таки, если мы не придем к консенсусу с гражданином, то налоговый орган ее взыскивает в исковом порядке через суд. Какие сроки рассмотрения заявления о перерасчете или жалобы? Обычно бывает, да. Да, законом установлено 30 дней. Мы пытаемся рассматривать быстрее, в течение 20-15 дней. На практике так часто бывает, да? Да, от количества обращений все зависит. А от чего зависит вот этот период? Когда начинается кампания уплаты имущественных налогов, люди начинают массово получать сводное налоговое уведомление, и, соответственно, количество обращений увеличивается. А часто подают заявление о жалобе или о неправильном перерасчете граждане? Как на практике, можно сказать, да? Ежегодно, если смотреть статистику, у нас обращения становится все меньше, потому что у нас база становится все чище. Мы работаем с регистрирующими органами, регистрирующий орган нам выгружает свои сведения, и, соответственно, эти сведения все чище и чище, и есть доверие нашим базам сведений. Удобнее людям получать информацию. Скоро наступает ваш профессиональный праздник, да, День работников налоговой службы. Нынче налоговая служба отмечает 35-летие с образования налоговой службы. Ваши пожелания коллегам, может быть, какие, может быть, планы, да, что-то, может, новшества какие-то будут?
Обновление сайта, например. Да, действительно, мы в текущем году исполняется 35 лет с года создания налоговой службы в современной России. За этот период вот налоговая служба стоит на страже бюджета страны в целом. От нашей работы зависит сила и богатство страны, получается. Да? И от себя лично я хотел бы поздравить всех работников налоговой службы и ветеранов налоговой службы с этим знаменательной датой. Желаем всем крепкого здоровья, успехов и счастья личной жизни. Ну, новшеств, я так понимаю, не будет, да, пока не планируется в следующем году? Ну, новшества у нас постоянно. Налоговая служба нам скучать не дает. Мы развиваемся в электронных сервисах. Эти обновления идут постоянно, и, соответственно, вот те люди, которые за нами наблюдают, они в курсе. Спасибо, Владислав Спиридонович, что сегодня к нам пришли. Действительно было интересно. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.